Девочки, всем ассаламу алейкум. Гирика Хелма серия. Сегодня у нас... Какое сегодня у нас число, Анжел? 19. Сегодня у нас 19 мая. Получила посылку с Василька. И давно хотела, вот именно заказывала все это. И давно именно хотела вот такой вот сейчас у меня на кровати, вот это вот на матрасник, но он тонкий. Это бязь, и он очень тонкий. А я вот именно хотела, но он все равно... Как бы, знаете, под низом сам матрас, как бы, как сказать, шершавый, и он все равно сползает, там вот эти моменты, это все, конечно же, меня раздражает. Вот, и я давно хотела заказать вот такое поплотнее, примерно качество, как у одеяла, да, вот, ну, вот такое я заказала, вот, на матрасник стеганый. Вот смотрите, зима-лето. Удобное двуслойное наполнение, 100% хлопка и натуральной овечьей шерсти. Предполагает сезонное использование. Вот так вот он выглядит. Так, ручка. Я, кстати, если мне сейчас понравится, если подойдет, я еще закажу, так как я всегда говорю, что я заказываю не для себя только одной. Естественно, я сначала складываю, отлаживаю там дочерям, пускай лежит, а остальное я все раздариваю. Там вот сейчас, например, у меня на днях будет день рождения, и ко мне приедут родственники, знакомые. И вот, да, вот опять бы, казалось бы, да, вроде бы день рождения, да, должны мне люди дарить подарки. Но все равно, все, кто ко мне приедут, я никого не отпущу с пустыми руками. Я вот комплекты, вот заказала комплекты специально, и у меня и еще лежат, что люди, которые будут приходить, я там комплект, полотенчика там, где мыло, где что, положу каждому пакет. Просто это у нас так, ну, как уважение считается к гостю, да, вот гость приехал, и ты как бы уважил его, и все равно что-то нужно дать. Ну, вот такой у нас закон. Ну, в общем, сейчас мы с Анжелой оденем, и я вам покажу, как это будет смотреться, окей? Девочки, ну, смотрите, вот так вот это выглядит. Сейчас я покажу вам другой стороной. Вот так вот это смотрится. Смотрите. Хорошо же, да? Правильно? Смотрите, какая красота. И он здесь вот на резинке одевается под низ резинка, и он за счет этого не будет сползать и держится. И он прям толстый, видите? Как одеяло прям. В общем, классно. Мне очень понравилось. И цвет прям подошел, хотя я не помню, я именно такой цвет заказывала или как оно было. Но суть дела в том, что сейчас мне все это очень нравится. Классно смотрится. Петух кричит. Вот, смотрите, какая красота. Правда же? Красиво смотрится. Мне нравится, когда вот такие вот тона, да? То есть, как сказать, все такое или светло-молочное, или светло-коричневое. Не люблю, когда всего наставлено. Даже вот это утюг меня там напрягает, но он там должен стоять. Пусть стоит, потому что он мне нужен регулярно. И, кстати, классный утюг. Я вот платки гладила, вообще мне так нравится, супер. Ну, я почему говорю платки гладила, чтобы не подумали, что только платки, что ли, гладила. Ну, у меня Анжелика гладит, просто сегодня у меня же подготовка идет к дню рождения, она там печет блинчики с бабушкой. Вот поэтому сегодня я перестирала все платки. Я обычно как делаю? Вот одеваю там, да, например, куда-то съездила, платок. Не сразу у меня есть возможность постирать. Ну, я в ящик положила, сняла. Потом на следующий день другое дело положила. Вот, а потом раз в неделю я их все залаживаю стирать. Буквально на 15 минут в холодной воде с ополаскивателем. Никаких порошков, ничего, просто прополосну. Они же не жирные, не в пятнах. Потом поглажу, коробочку сложу. Кстати, Сахил Марит. Тебе спасибо за эти коробочки. Ну и, девочки, дальше покажу еще, что я ой, извиняюсь, заказала еще в Васильке, да, то мне пришли еще вот такие вот
постели. Смотрите. Такие вот постели мне еще пришли. Девочки, 2 набора, 2 евро с простынью. Вот таких вот. Розочки красивые, видите, наборы. Но это я, девочки, на подарки, потому что люди приедут, и я там полотенце, постель, ну что-то еще положу, там и сладостей. В общем, вот это я заказываю на подарки. Здесь, смотрите, бязь молнии, наволочка 70 на 70. Бонжур называется этот комплект. Мне нравится, когда подушки наволочки 70 на 70. Я пользуюсь вот этими подушками, которые, ну, в длину, они мне не нравятся. Вот смотрите, вот таких вот 2 комплекта. Вот один, вот второй. Они вот бязь, обои двухспальные, да? То эти 2 комплекта, это тоже будут на подарки. Это будут, наверное, близняшкам, Макка и Медни. Это будет им. Вот, это есть. Дальше полторашка, тоже бязь. Вот такой комплект. Париж. Тоже написано Париж. Вот такой вот комплект. Шикарный. Красиво. Бабочками цвет. Хорошая материя. Она, знаете, не застирывается, не превращается там какой-то страшный цвет. Вот. Дальше вот такая постель. Я открывать не буду, но вот такая вот она красивая, интересная расцветка. Вот как, знаете, как вот рисунки бывают в турецких фильмах, какие-то там пледы, какие-то покрывала, вот такие какие-то загадочные красивые узоры. Это тоже, наверное, это будет, ну, знаете, эта женщина, я ее имя назвать не могу. У нее имя, как у моей заловки. У нас залог по именам не называет, и мне нельзя ее имя называть. Вот. А вообще, она для меня как вторая мать. Ну, то есть они, я рассказывала, жили у нас по соседству в Ростове, когда мы жили. Прям у нас даже калитка была общая, даже закрытая не была. Мы вот как одна семья жили, по сегодняшний день дружим. Иншаллах, они должны приехать, если ничего не перебьет, то они должны приехать на день рождения. И я ее все время называю мама. Она даже, когда я езжу туда, она даже говорит, что... Правда, я очень давно не была с этой загруженной своей работой. Она мне говорит: Киса, как к себе домой, вот эти, которые я рассказывала вам, с Ахмат Юрты, они родственники. Как к себе домой ты всегда можешь приехать. Вот надумалась, захотела себе приехать. Вот как бы ты к себе родной дом приехала, вот так приезжай, хочешь неделю, хочешь 2. То есть, как родная мать, как своих дочек я принимаю, так я и тебя от души всегда принимаю и люблю. Поэтому она для меня как мама. Так что вот этот комплект, наверное, будет моей маме. Ну, я не знаю, 2, 3, у меня их 2 уже есть, свекровь и мама моя родная, Танюша. Ну, в общем, у меня 3 мамы. Вот это, в общем, я тоже подарю маме вот этот комплект, которая... Мама, которая меня, знаете, наставила на путь, которая... благодаря которой я смогла в Чеченской Республике плавать как рыба в аквариуме. То есть мне не было уже так проблемно, потому что она многому чему меня научила. Баркал Дейрес Хилсон за это. Вот. И также вот такой тоже евро 1. Это тоже как бы вот двухспалка, вот такой вот он, вот такие цвета, тоже красивые. Но я открывать не буду, потому что потом на подарки это будет некрасиво смотреться, девочки. Окей? В общем, вот такие вот наборы, да. А еще у меня есть, ну, там, что остальное я там доложу еще, посмотрю, что у меня есть. А также, например, каждому комплекту я еще положу по полотенчику, да. Вот комплект, все, каждому буду ложить в пакет, комплект, полотенце, может там носки, может набор мыла. Вот так каждому из них, я, ну, кто придет, я буду дарить вот такие вот подарки, да. Всем, чтобы хватило. Где-то, может, платочки посмотрю. Ну, в общем, посмотрю, что у меня есть еще. Просто я сейчас примерно... Я только получила посылку, и поэтому я примерно так. Ну, вот такие они полотенчики, прям, знаете, прям большие, красивые. На кухне очень классно смотрятся. В общем, вот так вот девчонкам я подарю.
У меня там еще есть. Просто это то, что сейчас пришло. А их как раз 5, именно тех. Остальным что-то другое. Есть у меня еще. У меня там еще и пледы есть, и постель есть. Ну вот примерно, смотрите, вот так вот. Подарочек. Каждому пакетик все покладу. Сделаю. Вот такая хорошая вещь. Спасибо Васильку большое. Смотрите, как красиво смотрится на матрасник. Настолько качество у него хорошее. Девочки, я ссылку на Василек поставлю в этом видео в закреплении. И вы сможете, ну, перейти по ссылке и заказать. Действительно, очень хорошее, постельное. И вот, чтобы не было вопросов, куда она все гребет. Потому что я, конечно, я и слажу девочкам своим. Это 100%. Но и я также люблю раздаривать. Люблю дарить. И я замечаю, когда вот ты даешь, да, тебе потом возврат бывает даже в 2-3 раза больше. Настолько это такое благородное дело, что... Ну, в общем, вот так вот. Ссылка на Василек, на их инстаграм я укажу. Поэтому, девочки, заказывайте. Потому что все действительно очень-очень хорошее. Для меня это очень большое дело и большая поддержка, конечно, что вот так вот я рада то, что я могу это подарить, да, вот, что у меня... Ну, я, конечно, бы и так что-то подарила, но все равно, вот, пожалуйста, комплекты все уже мне есть, что именно им дать. Остальным там, кто придет, тоже что-то обязательно соображу. Просто я еще раз повторяю, что Василек только пришел, и я умышленно заказывала для них, чтобы подарить им. Вот такие вот дела. Девочки, ну вот так у меня это выглядит, видите? Постирала. Ой, зацепилась. Постирала платки. И теперь я это все буду гладить. Глажка у меня. Я всегда поглажу платки. Но до этого, конечно же, я слаживала в ящики их. А теперь видите, сколько их много разных. Они вот висят. И там сзади у меня сколько платков. Посмотрите. И сейчас я все это поглажу. В ящик себе вот аккуратно сложу эти платки. И все. И потом мы с Анжеликой пользуемся. Девочки, ну утюг реально. Я вот его купила недавно. Как я ним довольна. Вот он нагревается, снимаешь, пользуешься. Раз, поставил, он опять нагревается. Пока он у тебя в руках, он не греет. Нагрелся до нужной температуры. В общем, я очень довольна этим утюгом. Тьфу, блин, как он одевается. Да-да-да, киса дает. Вот. Ну все, приступаем, девочки, будем гладить. Немножко поговорим. Девочки, ну а пока я буду гладить, мы с вами давайте немножко поговорим. Знаете, я вам что хотела сказать. Многим непонятно, да, все это, все эти наши законы, потому что я даже людей не виню, да, например, потому что я, которая выросла не здесь, а, скажем так, да, за пределами Чечни, которая вообще чеченцев не знала, да, для меня не было это дико, но для меня это было как-то странно, да, я тоже это все узнавала, вот, и для меня это было очень дико, естественно, я тоже всему училась, я все сразу не знала, я как бы, знаете, не то, что как бы, я не обижаюсь на эти комментарии, которые там люди, ой, а что так, а что так, а что так, потому что, понятно, люди не знают, люди хотят узнать. Но вот эти моменты бывают такие, где именно, ну, как бы в оскорбляющемся виде, да, это все делается. То есть, говорит это, как может позволить себе бриллианты санитарка и дальнобойщик, да, как себе не могут это позволить. Ну так, милые мои. И водитель. Санитарка и водитель было написано. То есть уже можно понять, что человек не с добром идет, да? Уже можно понять, что человек пришел на канал не с добром. Ну так, я когда несколько раз рассказывала, пыталась рассказать там про то, что зарабатываю. Просто, знаете, мне тогда писали, киса, не оглашай сумму, потому что люди вообще тогда будут гадости писать. Люди почему-то злые, обозленные.
Вот. Я просто, ну, как бы не стала. Красивое, да, платье это? Анжеликино платье. Она все время глажкой занимается у меня она. Ну, просто, я же говорю, они с бабушкой блинчики пекут. Мы же готовимся к дню рождения потихоньку. Ну, как сказать, кто-то скажет, что не отмечают, все. Смотрите, да, симпатичное платье. Дома ходить. Анжелика дома его носит. Вот, что я хотела сказать, да. И она вот написала. Ну, вот я поэтому, я просто вынуждена говорить, чтобы люди не подумали там, что какой-то ложь, какой-то обман. Ну, смотрите, например, не около, я даже боюсь уже, но около 30 человек берет с рейса, за рейс, да. В месяц смело 7-8 рейсов он делает. Комплект бриллиантовый 120 тысяч. На вешалочку потом одену. Самый какой-то крутой, там может быть 140, 150, да. Я работаю на работе около 20 тысяч, я беру в больнице. Да, смотрите, я беру около 20 тысяч. На ютубе тоже около 30 я беру. Иногда 32, иногда 27. Ну, грубо говоря, пускай это будет 30. Зарплата. А в праздничные дни или когда там просмотры бывает больше, то еще больше бывает, да? Просмотры, и, естественно, из-за этого зарплата. Так почему я не могу себе позволить? А еще мой заработок, то, что я занимаюсь торговлей. Вот многие писали, Кис, не говори, сколько ты зарабатываешь, люди зарабатывают. Ну просто они говорят, что мы кидаем там пыль в глаза, что мы это все. Ну вот смотрите, он за рейс 30 берет. 7-8 смело рейса он делает. Зарплата с работы в больнице. Зарплата с ютуба. И плюс бизнес наш семейный, вот это, что мы по всему миру отправляем вот эти посылки. Конечно, как бы не напрягаясь, я могу себе позволить. Но это не хвастовство. Это не хвастовство. Почему? Потому что, я вам скажу, мы ночами не спим. Он не вылазит с машины из-за руля. А мы не спим ночами. Даже когда он приезжает домой, мы упаковываем посылки, мы до 3-4 мы не спим. Потому что даже упаковать одну посылку, как минимум 20 минут надо. Одну посылку, как минимум. К примеру, человек приехал с рейса, отдохнул, покушал, поспал там, да, и потом мы можем начать где-то 8 вечера, 8:30. То, конечно, пока мы все это упакуем, а упаковки идут каждый день, то мы ночами не спим. Да, мы можем себе позволить этот комплект, не напрягаясь. Не напрягаясь. Но мы пашем как лошади. Нам с неба оно не падает, понимаете? И когда ты начинаешь отвечать, пишут злая, реагируют не так. Так как кто не дает сказать, что мы какой-то работой занимаемся такой, которые другие не могут заняться, я бы сказала, если бы сказать, да, у них там связи, понятно. Да, конечно, в правительстве работают, поэтому деньги с неба сыпятся, поэтому. Кто не дает работать санитаркой, кто не дает работать водителем, и опять водителем, да. Водителям такую работу тоже найти сейчас. Ой-ой-ой, какая проблема. Видите, кружок горит, нагревается утюг за счет этого. И тоже, как сказать, кто не дает работать водителем. Я могу понять, этой работы нету. Да. И опять-таки помогла родня. Двоюродный брат помог, взял к себе на работу, и он работает теперь. Сколько лет уже. Ну так я говорю, у нас, говорю, хоть заработок неплохой был до этого, но вот смотрите, работал он и работала я в больнице. В смысле, ютуба не было, торговли не было. То, конечно же, мы тянули детей, 2 студентов, и начать стройку, начать там что-то такое, конечно же, мы себе позволить этого не могли. Да? То есть мы жили уже не бедно, мы никогда бедно не жили, но я рассказывала, в годы войны, конечно, не все себе могли позволить. Мы не голодали, но мы себе ничего не... Вот так аккуратно.
ящичек слаживаем. Вот. Поэтому у людей, когда возникают такие вопросы, я, если честно, удивляюсь, потому что работать. Мы работаем. Да, мы зарабатываем, но мы и работаем. Мы работаем, не покладая рук и ног, как говорится. Это очень тяжело. Народ весь очень тяжелый. Людям не так-то просто угодить. Бывает, если там где-то что-то, размер не подошел или что. Бывает, люди с понятием напишут, да, кисть так и так, а размер не подошел. А бывает, люди пишут: о, ты специально отправила, я вот тебя просила. А бывает, просто замотаешься и просто, ну просто реально забываешь, вот реально. Или перепутал там, или там, вот смотрю я в тетрадь, да, в свои записи. А, такой-то размер. Раз, дальше посмотрела, увидела у другого человека такой размер. У меня пару раз было по ошибке, да? По ошибке было, что я просто забыла. Нужно было, например, 56-й положить, а я положила 58-й. Это я к примеру говорю. Вот. То такие моменты, конечно, тоже бывают. И если люди с понятием относятся, я, конечно же, всегда говорю: да-да, я отправлю, я поменяю, без проблем. Я сделаю это за свой счет, потому что это мой косяк. Конечно же, я это сделаю. Есть люди понимают, а есть люди начинают звонить и начинают просто орать. То это все, девочки, эти деньги не с неба сыпятся, хорошие мои, не с неба. Это адский труд, адский. Просто адский труд. И кто занимался этим, тот меня поймет, конечно же. Тот поймет, о чем я говорю. Это очень тяжело. Очень-очень-очень. Очень-очень это тяжело. Как начали писать? Ну, я не понимаю, как можно. Ну, вот у нас есть люди, соседи даже, которые очень неплохо живут. У них там в мэрии работают, дети там повыучивались. Это все как-то работает и не зарабатывает. Очень быстро построили дом шикарный, потому что все в семье работают, все пашут, все зарабатывают. Но у меня нет к этим людям зависти. Зачем считать чужие деньги, да, или писать? Ведь мы не занимаемся ничем таким, что не может заниматься любой другой человек, правильно? Каждый человек может устроиться работать на работу, каждый человек может открыть YouTube-канал, работать шофером, никакого образования не надо, единственное получить права. И тоже, я еще раз говорю, что были такие времена, что денег только на хлеб хватало, когда бомбили днем и ночью. Конечно, о каких бриллиантах тогда вообще могла идти речь, но времена меняются, возможности у людей меняются. Люди, которые хотят этого достичь, достигают. А есть такое, что, знаете, если оно не суждено, как говорится, ну как не суждено, если тебе не написано на роду этого заработка, да, нету твоей доли в этой жизни. Потому что, как говорится, не всем быть бедным, не всем быть богатым. Это у каждого своя судьба. То ты хоть на голове стой, да, ты все равно будешь как-то слабо жить всю жизнь, что-то, чего-то не хватать. Вот. Вот такие вот дела, девочки. А по поводу, что я еще хотела сказать? По поводу чего? Что я хотела сказать? Что типа, бриллианты, типа, раньше этого не было. Да, раньше этого не было, сейчас это есть. И, конечно, не всем это бывает по карману, но я же говорю, что дают у нас, берут золото, да, и дают у нас, вот, я у знакомой могу взять у своей на 200, на 300 тысяч. Я могу с ней договориться и сказать: Майя, я буду тебе отдавать каждый месяц там такую-то сумму.
И все, пускай я год буду выплачивать, да? Потому что у меня нет времени шаблаться по ресторанам, по морям, с салона не вылазить. Я эту копейку улаживаю в семью и своих детей. Для меня главное сейчас устроить своих детей в этой жизни. Салон подождет, никуда он не денется. А есть люди, для которых самое главное салон. Самое главное, чтобы у них там все было, чтобы они могли отдохнуть, поехать. Конечно, отдыхать надо. Я ни грамм не против. Я с этим согласна. Но, как говорится, здесь, в Чечне, самое главное, это устроить своих детей. Вот. А потом уже все остальное. Видите, как хорошо. Раз. И вот так вот ящичек слажу аккуратно платочки. Вот все, они аккуратно лежат. В любой момент взять. Это нам с Анжеликой хватит недели на 2. Ну, у меня нет времени. Раньше я стирала их каждый день, через день. Сейчас у меня на это времени нету. Я занята, и Анжела занята. Все мы заняты. Потому что когда мы работаем с посылками, да, мы упаковываем, я записываю, я веду учет, собираю, да, например, человек заказал там, например, две безрукавки, платье, а также из посуды набор мантоварки, потому что у меня одежда лежит в одном месте, посуда у меня лежит в другом месте. Я на список смотрю и это все собираю. Висхан или если отец дома, они вместе упаковывают посылку, все, кордонку заматывают, обматывают скотчем. Вот, собирают посылки, потом Висхан это все выносит в коридор, грузит что в машину. Все это делается ночью у нас, понимаете? Мы пашем в семье все. У нас не спит, не отдыхает никто. Нам с неба оно не падает. Конечно, ничего себе, так трудиться, еще не иметь возможности купить бриллиантовый набор дочке один раз в жизни. Куплю, конечно. Купила. Еще куплю. Потому что я работаю. Мне оно с неба ничего совершенно не падает. Поехать за 200 километров, вставать в 4-5 утра, покушать, выезжать, ехать 2,5 часа. Потом там целый день. А вот зимой вообще на холоде, представьте, оно же там оптовые рынки, в основном и товары на улице, и в магазинах, толпа людей, все гребут, эти машины не пройти, не проехать. Взял ты коробки, да, и нету такого, что ты взял и прям к машине подвел, прям на машине подъехал, да, и чтобы ты прям все сразу загрузил. Нет, эти коробки таскать надо, черт знает откуда. И мы с супругом таскаем их к машине. А вот эти наборы, они же тяжелые, ОМС, они какие тяжелые. Если я за раз их беру по 100, по 60 штук, одних наборов, и также мантоварок. И все это мне таскать, грузить. А потом, у нас же газели нету, мы же на маленькой машине не можем это все привезти, правильно? То мы что делаем? Мы в основном, когда такие закупки делаем ехать, мы едем это делать во вторник или воскресенье. Почему? Потому что в этот день у нас введено бывает газель. Ну, женщины приезжают тоже там скупиться, у нас же тоже тут рынок есть, и женщины тоже закупаются, чтобы на базаре продавать. И у этих водителей, у них еще с собой бывают тачки. И вот мы загрузили на тачку, то есть мы подъехали на нашей машине, загрузили это все и поехали дальше скупляться. Опять что-то загрузили, поехали дальше скупляться. И вот так вот целый день, бегом-бегом. Это на одном рынке, где посуда. Рынок, который находится с одеждой, где я закупаю платья, безрукавки, он находится в совсем другом месте. Это вообще нужно ехать в другое место. Потом там нужно бегать, как угорелая. Вот. Поэтому не судите строго. Вы сначала подумайте, какой это труд. Каждый ли это сможет еще. Понимаете, в чем дело? Это очень тяжело. Очень. Я вообще, можно сказать, забросила свой дом. В каком плане? То я любила часто там шторы поменять, какие-то генеральные уборки, где-то что-то переставить, там в шифонерах все красиво. А сейчас я считаю себя грязнулей. Я забросила свой дом.
Мне некогда там тюти-пути. Мне все на ходу делается. Все делается на ходу. Поэтому вообще это некрасиво читать чужие деньги. Вообще некрасиво. Очень некрасиво и непорядочно. Каждый должен смотреть свой карман. Я никогда не считаю чужие деньги. Мне абсолютно все равно, кто сколько зарабатывает. Лишь бы моя жизнь продолжалась в таком духе. Лишь бы меня не трогали. В каком плане? Палки в колеса не ставили. Пусть я тружусь, пусть я много работаю. Но я не ради себя, ради своих детей, ради своей семьи стараюсь. Я не чужим людям это делаю. Не в одолжение кому-то. Я стараюсь для своей семьи. Поэтому этим делом может заниматься каждый. У меня сейчас еще эфир, кстати. Мне нужно записать еще вам один эфир. Там продолжение свадьбы ждите. Там просто много вопросов задали. Вот. И мне нужно сейчас это все догладить и быстро записать. Вот я должна помогать маме, Анжеле, где что. А у меня нету на это времени совершенно. Нету совершенно. На рынок бегала с утра. Посылки отправила с утра. Да, мама это хорошее дело. Мама очень помогает, мне хорошо. И новые вот эти записи, это тоже, знаете, большое дело. Это все нужно записать. Да, вот мне заказ сделали. Я должна это все записать, чтобы не терялось, потому что мало ли, может телефон поломается, да, может сгорит телефон, может потеряется, может разобьется. И потом доказывай, да, кто сколько отправил. Я сразу переписываю в тетрадь все, чтобы это самое. Ау! Зовут чай пить. Девочки, ну, в общем, такие дела. Остальное все потом расскажу вам. Я сейчас пойду чай попью, потом быстренько это все доглажу. И мне нужно записать быстро видео вам, но оно, наверное, завтра выйдет. Да, там про развод у меня спрашивали в Чечне, как вот разводы, вот, с кем остаются дети, а также еще там про приданное кое-что спрашивали. Я отвечу на эти вопросы вам обязательно. А также напишите, пожалуйста, еще кто что слышал. Такая новость, что типа вот эти пособия, которые с 3 до 7 лет дают, что вроде бы их отменят. Но там кто официально работает, кто неофициально. Например, у меня муж неофициально работает. Официально работаю только я в больнице. Да, больше у нас никто. Тут, кто что слышал. Правда это или это очередная ложь? Кто что знает, расскажите, пожалуйста. Так, девочки, ну, в общем, это самое. Еще у меня платков куча целая догладить. Пойду я попью чайку. Пишите комментарии, ставьте лайки. На Василек ссылочку я оставлю в описании. Действительно, качество очень хорошее. Я так довольна этим пледом. Не пледом, а вот на матрасником вообще класс. В общем, пишите лайки, ставьте комментарии. Насчет вот этого детского пособия, кто что знает, напишите, пожалуйста, девчонки. Поделитесь, может, кто владеет какой информацией. Ну все, до свидания, мои хорошие. Не судите строго. Я всегда пойду навстречу, всегда общительная, никакой грубости. Ну, извините, когда вот эти проклятия посылают, когда пишут, чтобы у тебя никогда в жизни ничего не получилось. Ну, я эмоциональный человек, я срываюсь. Но с нормальными, адекватными подписчиками я всегда адекватная, всегда общительная, всегда нормальная, всегда пойму, всегда встречу, посижу, чем смогу, помогу. Вот так вот. Не верьте слухам. Все, до свидания. Всем всего доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии.